титул в легчайшей весовой категории. Рустам Керимов против Франсиско де Лимы Мачиэля. Вот он на наших экранах. 31-летний бразилец из муниципалитета Коаре, что в штате Амазонас. Представляет команду Ногейра. Профессионально выступает с 2008 года. В основном дрался на турнирах небольших организаций на родине. И к прошлому году выиграл 13 поединков, 3 проиграл и 1 свел к ничейному результату. Именно с таким послужным списком Франсиско де Лима получил приглашение в ACB. На ACB 81 в Дубае единогласным судейским решением он одолел Махарбека Каргинова. После чего уже на ACA 95 в Москве. Да, это то, что объединяет как раз Франсиско де Лиму и Рустама Керимова. И тот, и другой побеждали Олега Борисова раздельными решениями. Так что самое время выяснить, кто лучше. Но все-таки бразилец претендент, а Рустам чемпион. Дистанция пятираундовая. 5 отрезков по 5 минут. Да, также Олега Борисова побеждал еще один очень серьезный боец в этой весовой категории, Абдулрахман Дудаев, но он тоже уже получал свой шанс и как раз Рустаму Керимову проиграл. Так что, в общем, все справедливо. Франсиско де Лима Мачиэль выходит сейчас на титульный бой. And now, please welcome to the red corner, the champion from Russia, Rustam Kerimov. Собран, сосредоточен. Как всегда, Рустам Керимов, 26-летний действующий чемпион лиги ACA в категории до 61 килограмма из Махачкалы. Рустам чемпион мира и Европы по ММА 2012 года. Представляет клуб Dogfighter. Первым тренером Рустама был трехкратный чемпион мира по ушу Саньда Назим Аббасов. Сейчас же Керимов тренируется под руководством Мансура Учакаева. В январе 2017 года Рустам подписал контракт с лигой ACB. Провел там 3 поединка. Первых 2 буквально переехал своих соперников. Сперва отправил в нокаут Турала Рагимова, а потом техническим нокаутом выиграл у Такея Мизугаки. Потом стал чемпионом, выиграв раздельным решением у Олега Борисова. И уже успел дебютировать в титульном поединке здесь, в лиге ACA. В бою с Абдулрахманом Дудаевым, о чем вы вспоминали. Эту встречу Керимов выиграл уже единогласным решением и стал первым чемпионом новой организации. Таким образом, у Рустама 13 побед, 0 в графе поражений, 5 побед нокаутом, 2 победы приемами. И сегодня он выходит на первую защиту титула. У нас сегодня в программе 2 первых защиты титула. Вот сейчас свой пояс защищает Рустам Керимов. И как мы видели в сюжете, посвященном этому поединку, сказал: я жил в зале, чтобы после этого боя услышать фразу «and still» и остается чемпионом. В общем, как всегда, сам бой — это всего лишь вершина айсберга. Огромная работа была проделана накануне и в плане подготовки к бою, и в плане сгонки веса. И сейчас давайте смотреть уже результат этой работы. This is the co-main event of the evening. 5-minute rounds for the ACA Bantamweight Championship of the world. Your referee of the title bout from Poland, Łukasz Posadzki. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, the challenger. He's 31 years old. He stands 162 centimeters tall. Official weight 61.7 kilos. His professional record: 15 victories and 3 defeats. Ladies and gentlemen, he's Brazilian Jiu-Jitsu specialist,
representing Coa de Amazonas, Brazil, here is Francisco de Lima Maciel. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, the champion. He's 26 years old. He stands 165 centimeters tall, official weight 61.4 kilos. His perfect professional record, 13 victories and no losses. Please, MMA specialist from Derbent, Russia, the reigning, defending, undefeated ACA bantamweight champion of the world. Here is Rustam Kerimov. Okay, fighters and moderators, listen to my commands all the time. I say stop, we stop, that goes. Go back to corners. Все готово к началу главного события на турнире ACA 103. Титульный бой в легчайшей весовой категории, то есть до 61 килограмма. Обладатель трофея Рустам Керимов сражается с претендентом из Бразилии Франциско де Лимой. Смотрим. Чемпион в черно-белых шортах, в салатово-черных, соответственно, бразилец. Именно он занимает центр. И тут же в борьбу идет Рустам Керимов. Обманул соперника Рустам. И обратите внимание, насколько активно сразу же начинает действовать Франциско де Лима. Переходит на рычаг колена сейчас бразилец. И получается, что вот этот перевод едва не вышел боком чемпиону. Правда, умело и уверенно он обороняется. Да, насыщенная первая минута. Без разведки начался этот бой. Вертушка, но по защите. От Рустама Керимова еще один удар ногой. В центре клетки Франциско де Лима. И продолжается борьба за инициативу. Активно перемещается по клетке Рустам. О, сейчас столкнулись головами спортсмены. Керимов пошел в ноги. То же самое сделал бразилец. Бэкфест. Ищет разные варианты. Рустам Керимов. Да, чемпион старается быть неуловимым. При этом бразилец никуда не торопится. Вот он, пояс, красавец, которым на данный момент владеет Рустам. Проход и тейкдаун навстречу. Здорово. Да, просто взлетел Франциско де Лима над настилом и сразу же туда рухнул уже под воздействием силы гравитации. Бэкфест. Одиночный бэкфест выбрасывает Керимов. Грамотно скрывает их своими перемещениями, но успевает пока что реагировать бразилец. И вновь, да, одновременно решили выбросить мидл-кик спортсмены. По тейкдауну 2-0 в пользу Рустама Керимова. И, извините, 3-0. Но пока из борьбы очень быстро выбирался. Да. Франциско де Лима, Мачиэль. Да, причем действовал крайне агрессивно, находясь в положении на спине. Возможно, установка на этот бой такая, что Керимов будет переводить. И необходимо уже принять это как данность и разработать тактику, которая будет наиболее эффективна после этих переводов. Мы сейчас говорим об этом поединке или обоих Хабиба и Тони? Вполне вероятно, да, об обоих. Забирает спину чемпион Рустам Керимов и начинает выбрасывать удары. Причем из слепой зоны здорово снизу один раз попал. Очередной раз рычаг колена пытается придумать бразильский спортсмен. Ну, выдернуть ногу, но не получается. Блестящий суплекс. Буквально впечатывает в настил Франциско де Лиму Рустам Керимов. Ищет момент для входа. 2 минуты до конца первого, всего лишь первого раунда. Не хватает расстояния. А теперь, да, входит с ударом справа Керимов. Еще одно попадание на выходе. Отличная позиция сейчас. И попадает тот нокаут. Надо останавливать Лукаша Басяцки. И остается чемпионом ACA Рустам Керимов. Блестящая победа. Вот это да!
Такой крутой бразилец. Надо сказать еще очень важные слова. Посмотрите, на повторе видно, что первым все понял сам Рустам. И только потом остановил Курбазятский. Браво, чемпион! Браво, Рустам Керимов! Шикарная победа нокаутом, техническим или прямым. Это совершенно не важно, как будет записано в статистике. Но Рустам продолжает носить пояс ACA. В легчайшем весе абсолютно по правой. И вот оно, победное сальто. Да, причем нокаутировал соперника в совершенно неочевидной ситуации. Действительно, и проявил милосердие. Не стал добивать, наносить излишний урон уже поверженному оппоненту. От этому, кстати, могут поучиться многие бойцы у Рустама Керимова. И вот здесь точно в челюсть. Попала дальше серии с хаммерфистов. Яркая победа Рустама. С чем мы его и поздравляем. Он сохраняет статус непобежденного бойца. 14 побед, 0 в графе поражений. 6-я победа нокаутом в карьере. Да, причем 2 последние победы дались Рустаму Керимову очень непросто. 10 раундов за 2 последних боя он провел в клетке. Раздельным решением победил Олега Борисова и единогласным Абдулрахмана Дудаева. И есть определенный дефицит в этом весе. В Лиге ACA нужна свежая кровь при прочих равных. Да, есть Абдулрахман Дудаев, есть Олег Борисов, который сейчас переживает не самые лучшие времена в карьере. Есть Рустам Керимов. Да, и пожелаем удачи Петру Яну, который сегодня будет драться с Юрай Фейбером, вернее, завтра уже по московскому времени. Техническим нокаутом побеждает Рустам Керимов. И остается чемпионом лиги ACA Рустам Керимов. Алексей Яценко просит вернуться на место Рустама для того, чтобы все-таки передать ему пояс чемпиона. А это довольно увесистая вещь, кстати говоря. Ну что ж, традиционное фото на память и затем также традиционное интервью. Да, вот так буквально несколько минут. А сколько работы проделано, сколько дней, месяцев. И, конечно, поздравляем тренеров Рустама Керимова, которые его готовили. Но, безусловно, он сейчас также про все расскажет. Rustam Kerimov, and still, this was said to be one of your toughest challenges. Francisco de Lima, Bimarbek Karaginov, Oleg Borisov, yet you came in here and put on an absolute display and got the finish. How happy are you with that performance and defending this title? Сам, все, что мы можем сказать, это только вау. Ты впечатлил всех зрителей этим выступлением. Поделись с нами эмоциями, потому что это был абсолютно непростой бой против Франциско де Лима. Ты смог остаться чемпионом в своем весе. Поделись с нами эмоциями, расскажи, что для тебя это значит. Салам алейкум, Санкт-Петербург. Вы всегда тепло встречаете. Я вам очень сильно благодарен. Здесь родная публика стала для меня. Спасибо большое вам за поддержку. Франциско де Лима на самом деле очень сильный соперник, и все думают, что я его недооцениваю. Нет, наоборот, я больше и усерднее готовился. Делал шоу не потому, что там какой-то трештовник, а потому что я был уверен. А это уверенность и самоуверенность – это разные вещи. Я уверен в том, что я делаю. Я уверен в своей команде, в том, что тренера ведут меня правильно. Моя команда, мой клуб, мои старшие братья, те, кто помогают, они меня ведут правильно, и я иду в верном направлении. Поэтому пояс на мне. Франциско говорил, что заберет мой пояс. Вы представляете, с России заберет пояс в Бразилию. Я не могу этого допустить.
So yes, I managed to win that fight. I can say that, first of all, thank you St. Petersburg for the warm support you always give me. Second of all, Francisco de Lima is a really tough opponent. He gave me a tough fight. And people might have thought, based on what I was saying before the fight, that was trash talking, but there is a difference between having self-confidence and being just and bragging about it. So you can see, and still I am the champion. So you can see that Francisco Lima told that he would take this belt back to Brazil, but you know, it's still mine. This has been one amazing year for you to claim the title, to defend the title. You will start 2020 as the ACA Bantamweight champion. What can we expect to see from you this next year, and how happy are you with the year so far? 2019 год выдался очень успешным для тебя. Ты завоевал титул, ты смог удержать титул. Что ты для себя видишь в следующем году? С самого первого боя я благодарил себя Магомеда Смамбековича. Это сейчас по контракту мой последний бой. Посмотрим, к чему придем. Мы всегда приходим к общему знаменателю. И в этот раз тоже, думаю, всегда так же будет. И еще отдельно хочу поблагодарить человека, который в трудную минуту мне помог, Рамзана Ахмадовича. Спасибо большое. Здесь еще мои старшие братья, Арслан, Агалар. Еще Имрана Аваева хочу поблагодарить. Строительную компанию Мегаполис Групп. Спасибо большое. Потом свою команду, тренера Мансура Чакаева, который помогал мне, который ведет меня. Директора клуба Амара. Спасибо всем, кто помогал, кто болеет за меня, кто поддерживал, кто пишет. Я каждому благодарен в отдельности. Вы не команда, вы семья. Спасибо Марату Гафурову, Магомеду Багандову за то, что очень много труда вложили в меня, уставшие, но улыбаются. Я вас не подвел. Спасибо большое. So yes, speaking of new challenges in 2020, I will have to speak with ACA management about it. We always manage to find common ground, so I hope we will find it again. I would like to thank Ramzan Kadyrov and all my brothers and my team who supported me and showed me great confidence and support over the years. It's an honor to call your fights, ladies and gentlemen, and still, Rustam Kerimov! 4 лучших сборных Старого Света готовы к новому раунду противостояний. Домашний этап Евротура. Смотри матчи с участием сборной России и ее соперников. В прямом эфире на телеканалах «Матч Страна», «Матч Игра» и «Матч Арена». К 30-летию нашей дружбы чизбургер или чикенбургер за 30 рублей в Макдоналдс. Только с 10 по 15 декабря. Это недорогой ролик. Прямо как пати-баскет за 69 рублей в KFC. Успех – это когда очень смешно. А чтобы получилось очень смешно, надо вкладываться. И вот когда становится по-настоящему смешно, приходит ваш успех. А это уже серьезно. Газпромбанк. Вклад в ваш успех. До 7,5% годовых для тех, кто умеет вкладываться. Счастье, что даже птицы упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томится. Тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь. А знаешь, все еще будет. Времена меняются, но самые незабываемые подарки мы по-прежнему покупаем в М-Видео. С Новым годом! К 30-летию нашей дружбы чизбургер или чикенбургер за 30 рублей в Макдоналдс. Только с 10 по 15 декабря. Ladies and gentlemen, this is the time for the main event of the evening. Your eyes on the screen. Когда долго работаешь в одном коллективе, хочешь не хочешь, а отношения у тебя с ребятами складываются, отношения хорошие, но это спорт,
да, и понимать, да, где личные отношения, а где профессиональные. Так что надеюсь, что нам это не помешает, и после боя у нас отношения не изменятся. Не такие уж как бы сильные отношения, да, просто мы знаем друг друга, как бы в турнирах виделись несколько раз, ну, были моменты. Ну, как бы по поводу, что у нас сильно такие дружеские отношения, ну, я не могу сказать, потому что мы с ним не так, мы только на соревнованиях видимся с ним. Так что я думаю, это мне не помешает никак. Бой будет интересный, потому что Давлет очень умный боец. Сухраб ему составляет хороший план на бой. Давлет его придерживается. И на фоне того, что у него уже есть опыт 5-раундовых боев, я думаю, у него больше вариативности. Но я не думаю, что здесь все 5 раундов продлит собой, хотя да, доказывать сложно, не нужно. Я могу сказать только лишь одно про него, да, то, что я знаю сам. Он хороший человек и хороший боец, вот и все. Он воин, он выходит, всегда дерется. Каждый бой, да, мне не важно, титульный это бой или обычно рейтинговый. И мотивация здесь не меняется абсолютно, да, потому что для меня первостепенно, да, это не титул, а именно победа. Во-первых, есть цель, во-вторых, как бы в самом в Питере много моих фанатов, много моих соотечественников, друзей. Как бы, а в первую очередь это главная мотивация, это мои родители. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner, the challenger from Russia, Alexei Butorin. Итак, главный поединок турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге начнется совсем скоро. И вот претендент на наших экранах Алексей Буторин, который первый проделает свой путь к клетке. 33 года этому спортсмену из Санкт-Петербурга, выступает буквально в родном городе, перед родной публикой. Представляет команды Русфайтерс и Тайгер Муай-Тай. Начинал с карате. Хотел заниматься хоккеем, но у семьи не было денег на экипировку. И в итоге Алексей пришел в клуб «Александр» и начал тренироваться и заниматься ударными видами под руководством Александра Соловьева. Через несколько лет друг привел Буторина в секцию ММА, где тренером был Виктор Казак. Как профессионал выступает Буторин с 2009 года, дрался на турнирах M1 Global Warriors Way. Имея на счету 9 побед подряд, подписал контракт с One FC. Там выиграл у Леандро Атаидеса и потерпел первое поражение в карьере от Онглан Санга, одной из главных звезд One Championship, который до сих пор чемпионит в двух весовых категориях. После того поражения перешел Алексей Буторин в ACB, нокаутировал там Джейка Бостфика и Николу Дипчикова, проиграл Йонасу Билстайну и Гамзату Хирамагомедову и нокаутировал Кори Хендрикса. В ACA провел 2 встречи. В первом раунде нокаутировал сначала Даниэля Толедо, а затем Евгения Игембердиева. И таким образом завоевал право драться за пояс в родном городе. 15 побед, 3 поражения, 14 побед нокаутом и 1 приемом. Все победы досрочные, 10 в первом раунде, в том числе обе в ACA. Выходит, кстати, под композицию «Сибирский марш» в исполнении группы 2517. And now, coming to the red corner, the champion from Turkmenistan, Davletxan Yakshimurhadov! Начинается выход чемпиона в категории до 93 килограммов Давлетжана Якшимурадова.
Кстати, выводит его в том числе и известнейший боец Базигит Атаев. Давлетжану 30 лет, это боец из Туркменистана, он чемпион АСИ, как я уже отметил. Единоборствами Давлетжан занимается с раннего детства. Уже в 6 лет он начал изучать карате, а потом увлекся туркменским видом единоборства мудо. Потом Икшимурадов отслужил в армии, дослужился до старшего сержанта. Также он выиграл чемпионат Харьковской области по вольной борьбе и грэпплингу. По профессионалам в ММА выступает с 2012 года. Сперва провел 14 поединков в организации «Оплот». Там Давлетжан успел подраться с такими монстрами, как Рашид Юсупов и Магомед Анкалаев. Правда, им он проиграл. С 2017 года Икшимурадов начал выступать в ACB. 4 досрочные победы вывели его на титульный бой, в котором был повержен россиянин Батрас Агнаев. Последний на данный момент поединок провел в Польше на турнире ACA 92, где в чемпионском поединке Давлетжан выиграл техническим нокаутом у Карла Целински. Всего 17 побед, 5 поражений, 1 ничья, 11 побед нокаутом и 4 победы приемами. В общем, есть ставка у матчмейкеров на досрочное завершение этой встречи. И кто-то из бойцов будет отправлен в мир снов. Вот кто это будет? Давлетжан Икшимурадов или Алексей Буторин? Узнаем совсем скоро. Ladies and gentlemen, this is the moment you have been waiting for. ACA League proud to present the main event of the evening. 5-minute rounds for the ACA Light Heavyweight Championship of the World. Let me take you to introduce you your referee of the championship bout. He's a legend of world MMA from the United States, Mr. Herb Dean. Ladies and gentlemen in attendance, and the millions MMA fans around the world, live from Seymour Arena of St. Petersburg, Russia, the main bout of the evening, ACA League. General partner, Peekaboo. Strategic partner, Energy Dragon. Introducing to the first, fighting out of the blue corner, the challenger. He's 33 years old. He stands 102 centimeters tall. Official weight 92.75 kilos. He's professional record, 15 victories and 3 defeats. Ladies and gentlemen, he's stylish striker. Please welcome from St. Petersburg, Russia, the challenger, Alexei Butorin. And his opponent, across the cage, fighting out of the red corner, the champion. He's 30 years old. He stands 180 centimeters tall, official weight 93.35 kilos. His professional record, 17 victories, 5 defeats and 1 draw. Ladies and gentlemen, he's an MMA practitioner representing Ashgabat, Turkmenistan, the reigning, defending ACA Light Heavyweight Champion of the World. Here is Davletshan Yakshigorhadov. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. You get it. Итак, начинается главный поединок турнира ACA 103. Российско-туркменское противостояние. Действующий чемпион в полутяжелом весе Давлетжан Икшимурадов против Алексея Буторина. Поехали! Не моргайте, дорогие друзья, потому что все может закончиться очень быстро. И тот, и другой настоящие нокаутеры. Горячая поддержка также у обоих. Кстати говоря, на Сигур-арене.
Пока все без ударов и большое расстояние между спортсменами. Фронт-кик от Давлетджона. Обозначил он таким образом дистанцию. Пока что не идет в атаку Алексей Буторин. Присматриваются бойцы, смотрят на реакцию друг друга. Да, и каждый хочет вытянуть соперника на себя. Заставить его первым пойти в атаку. Вот сейчас показал рывок вперед Алексей Буторин. И лоу-киком ответил Давлетджан. Минута. Ни одного удара не было от Буторина. Но вполне возможно, все после одного удара и закончится. Очень много финтов, работы корпуса, перемещений. На сближении слева снизу пробивает чемпион. Ищет вариант для первой силовой атаки Алексей Буторин. Икшемурадов руки опустила, защищается за счет движения. И старается упреждать атаки Алексея Буторина. Использует то лоу-кики, то удары ногами по корпусу. Буторин выцеливает. И удар с разворота по корпусу от Давлетджана. Размашистый крюк справа мимо цели от претендента. Да, вот первая опасная атака со стороны Алексея. Да, пока что отдает пространство чемпион. И согласен на работу вторым номер. Но это ни в коем случае не значит, что отдает он инициативу. Правостороннюю стойку он стал. Чемпион, но ненадолго. Прихватил соперника, да. Но сразу же вырывается Давлетджан Икшемурадов. Всячески показывает, что все в порядке, все под контролем. Так, обманчиво, легкомысленно себя ведет Давлетджан. Все-таки ставки в этом поединке очень высоки. Есть нерв у этой встречи. Пространство действительно остается за претендентом. На пространство, но такой фактор, как агрессия в клетке. Давлетджан Икшемурадов, кажется, старается использовать старую добрую схему. Порхать как бабочка и жалить как пчела. Порхать удается, жалить далеко не всегда. Да, и контроль клетки как раз, по большому счету, не имеет никакого значения. Главное, это эффективность. Фронт-кик. Да, на эти удары навстречу никак не реагирует обычно Алексей Буторин. Он будет работать тогда, когда решит сам. Это провокация своего рода. Слева зацепил чемпион. Да, задача чемпиона в этой ситуации вывести претендента из себя, заставить его потерять самообладание, пойти вперед. Все прекрасно знают, что подавляющее большинство поединков с участием Алексея Буторина закончилось в первом раунде. Апперкот на выходе очень опасно бил Икшемурадов. Напомним, что это полутяжелая весовая категория до 93 килограммов. В сближении пытается провести атаку Буторин. И выводит психологическое равновесие Икшемурадов соперника. Ну, пытается, в всяком случае, это сделать. Да, на Алексее лежит еще и дополнительная ответственность. Выступает он себя дома. Напомним, что формат 5-раундовый. Здесь, по сути, сейчас поединок только начинается. Проверяют друг друга соперники, в том числе и на психологическую устойчивость. И может поменяться все в один момент. В Польше, когда титулом завладел Давлетджан Икшемурадов, все закончилось только в 4-м раунде. Именно тогда Карл Целинский одолел Икшемурадов. И вот сейчас включается Икшемурадов. Руки по-прежнему опущены. Удар с разворота. Все. Четыре лучших сборных Старого Света готовы к новому раунду противостояний. Домашний этап Евротура.
Смотри матчи с участием сборной России и ее соперников. В прямом эфире на телеканалах «Матч Страна», «Матч Игра» и «Матч Арена». Новый Рено Аркана. А в чем твоя сила? Херб Дин, легендарный рефери, уже готов дать отмашку к началу второго раунда в титульном противостоянии Давлетжана Экшумурадова и Алексея Буторина. По-прежнему в центре клетки Буторин. Провоцирует вновь Давлетжан соперника. Да, провокации продолжаются. И вот сейчас попал справа Буторин фронт-киком. Отвечает Давлетжан. Ищет вариант для врыва на ближнюю дистанцию. Алексей Буторин продолжает нагнетать напряжение. Знаете, раньше Давлетжан так себя не вел вообще в своих боях. В последнее время был очень собран. Здесь какая-то ставка есть еще и на актерскую игру. Серия по воздуху с завершающим правым оверхендом мимо. Продолжается преследование Буторин. И вот сейчас оказывается сетки колена навстречу. Очень опасно. Неужели попал Давлетжан Экшумурадов? Болтанул Алексей Буторин. Идет он в борьбу. И не Алексей, а Давлетжан, естественно, переводит. Очень уверенно забирает спину. Заводит ногу. Очень много времени. Да, колено в прыжке было тяжелейшее. Да, и что самое важное, абсолютно неожиданно был этот выпад. Ничто не предвещало беды для Алексея Буторина. Есть возможность для нанесения ударов. Даже на коротке бьет очень тяжело Давлетжан. Надо вставать Буторину. Что он и пытается сделать, но сразу же нагружает его Экшумурадов, блокирует одну ногу и переходит к удушающему приему. Нет, попробовал и отпустил. Зажал сейчас чемпион претендента. Тяжелое положение. Тяжелое, но не критическое. Надо вставать сейчас Алексею, но сделать он этого не может. Всем весом сейчас его блокирует в углу Экшумурадов. И все-таки опять завел ногу левую. Необходимо Давлетжану растягивать соперника. Здесь удушающий замок взять не получилось. Еще одно попадание слева. Все-таки пытается просочиться Экшумурадов между соперником и сеткой и занять там удобную позицию, закрепиться. Еще серия ударов. Вот сейчас... Нет, не получается. Уже 4-я или 5-я попытка. По голове сверху хаммерфистами несколько раз отработал. Давлетжан менее 2 минут до конца второго раунда, который проходит под диктовку Экшумурадова. Так, как минимум этот раунд чемпион ведет. Еще один удар снизу. И вновь приходится подрабатывать подбородком. Смотрит в свой угол Давлетжан. Получает советы прямо по ходу боя. Внимательный Херб Дин. Недоставание у него для того, чтобы вмешиваться в происходящее. Спортсмены не останавливаются ни на секунду. Постоянно есть угроза. А со стороны, соответственно, чемпиона в первую очередь. Да, подсказывают Алексею Буторину, что остается минута до окончания раунда.
Еще одна попытка встать, сразу же пресекает ее Давлетджон Якшимурадов. Ну, второй раунд он выигрывает совершенно точно. В первом, сложно сказать, инициативой владел Буторин. Поточнее, наверное, был Якшимурадов. Патовой ситуации оказались бойцы, но здесь Якшимурадову никакого смысла нет как-то рисковать. Он набирает баллы, наносит удары, определенный ущерб соперник получает. Да, сложно назвать эти удары сокрушительными. Вот сейчас 10 секунд до конца. Нет, вновь не получилось. И будет перерыв, будет третий раунд. Что удивительно отчасти. Четыре лучших сборных Старого Света готовы к новому раунду противостояний. Домашний этап Евротура. Смотри матчи с участием сборной России и ее соперников. В прямом эфире на телеканалах «Матч Страна», «Матч Игра» и «Матч Арена». Невозможно устоять. Чистая линия. Нереально вкусное мороженое. К 30-летию нашей дружбы бургеры а-ля Рус на ржаной булочке снова в Макдоналдс. Несколько раз сейчас повторили тот самый удар колена в прыжке от Давлетджана Якшимурадова, благодаря которому он впоследствии забрал доминирующую позицию в борьбе и выиграл раунд в целом. Итак, третий раунд. Да, ключевой момент в раунде был этот самый удар коленом. Посмотрим, насколько хорошо удалось Алексею Буторину восстановиться. Старается по-прежнему занимать центр. Пытаться работать первым номером. Серия ударов. И как же легко оказывается Давлетджан Якшимурадов за спиной Алексея Буторина. Есть перевод. Никаких проблем с переводами на настил у чемпиона сегодня нет. Обе ноги заправлены. И здесь уже ситуация похуже, чем во втором раунде. Да, огромное количество времени впереди у Якшимурадова для того, чтобы свои планы притворить в жизнь. Нет контроля. Да, удалось в какой-то момент предплечье под подбородком Буторина провести Якшимурадову. Но действительно, контроля не хватило. Первая минута третьего раунда закончилась. И все пока что плачевно для Алексея складывается. Но при этом Давлетджан не наносит никаких ударов вообще. В отличие от предыдущей пятиминутки, где последний такой же позиции, он сделал ставку именно на удары. Не дается освободить руку, и тут же к активности призывает Херб Дин. Включается Якшимурадов. Заводит ногу. Прекрасно знаком с правилами. Давлетджан Якшимурадов коленом в голову не работает. Да и по корпусу тоже. Да, в такой позиции несколько минут в предыдущем раунде соперники провели. И вот сейчас, по сути, продолжается та же самая история. Времени предостаточно, 3 минуты. Задушить Алексея Буторина Давлетджан Якшимурадов не может. Пока, во всяком случае. Но бой ведет уверенно. Хорошее преимущество. А вот сейчас ногу завести как раз не удалось. Да, все время угрожает Давлетджан. Нет оснований у Херба поднимать бойцов. Здесь неприятные удары. Вот сейчас да, поднимается, и тут же будет, похоже, еще один тейкдаун, амплитудный причем. Да, казалось бы, только все сдвинулось с мертвой точки, и сразу же возвращает соперника на настил Якшимурадов. Но позиция в борьбе поменялась все-таки. Заводит одну ногу, вторую завести не удается, и взять замок.
Вновь полоборота к сопернику оказывается Буторин. Надо вставать. Вот отсюда можно спокойно бить коленом по бедру, но лишних сил не тратит. Икшимурадов вот один удар нанес и вновь заводит. Все делает правильно, академично, не торопясь, и просто ждет, когда же Алексей Буторин подустанет. Там Базигит Атаев в углу Давлетжана Икшимурадова. Опытнейший российский спортсмен, который в ПФЛ выступает в последнее время. Да, в первом и втором сезоне принимал он участие, но до финала, к сожалению, дойти не удалось. Но в плей-офф выходил. Начинается последняя минута третьего раунда. По-прежнему серьезное преимущество Давлетжана Икшимурадова. В любую секунду готов левое колено подключить Икшимурадов. Но пока находится Буторин в положении партер. И бить можно только в корпус. Вот сейчас пытается вырваться Буторин. Но нет, судя по всему, именно в этом положении раунд и закончится. Даже улыбается Алексей Буторин, но не может не понимать, что проигрывает раунд за раундом. Впервые в своей карьере Алексей Буторин выйдет на 4-й раунд. До этого самый долгий бой с его участием был в 2014 году, когда в 3-м раунде он нокаутировал Энтони Руиса. Четыре лучших сборных Старого Света готовы к новому раунду противостояний. Домашний этап Евротура. Смотри матчи с участием сборной России и ее соперников. В прямом эфире на телеканалах «Матч Страна», «Матч Игра» и «Матч Арена». Ты левой ногой только попал, он сразу же задышал. Сразу задышал. Да, задышал, он лег. Ты пробил ему типом. Восстанавливается Алексей Буторин. Советует ему бить ногами. Указывает на то, что как только ты попал ему левой ногой, он сразу же задышал. Ну, здесь, да, по возможности Алексею необходимо избегать борьбы со стороны соперника. Легко сказать, да трудно сделать. Да, пока что уверенно все идет к тому, что Давлетжан Икшимурадов сохранит за собой титул. Мы посмотрим. Чемпионские раунды начинаются. К тому моменту, если сравнить этот бой с поединком против Карла Цирински, тоже Давлетжан вел и внезапно включился именно в 4-м отрезке. Но все-таки сценарий абсолютно разный. Буторин продолжает прессинговать. Да и Буторин побыстрее, нежели Карл. Так, заходил на бэкфист или на удар с разворота, но не стал бить в итоге Буторин. Я понимаю, что очень легко может потерять позицию. И опять запустить соперника в борьбу. Лоу-кик. Идет вперед. В тайском клинче зажимает оппонента и взрывается серия ударов Давлетжана Икшимурадов. Бэкфист и сразу хайкик. Ну как же подскользнулся Буторин. И тут же пошел в борьбу. Икшимурадов уличил момент. Наверное, Алексею обидно. А как же так? Закрой замок, кричали Икшимурадову, но не успел он этого сделать. Одну ногу успел вырвать, в свою очередь, Алексей Буторин. И вновь позиция, которую мы лицезрели на протяжении большей части этого боя. Алексей Буторин полоборота к сетке. Его блокирует в этой позиции Давлетжан Икшимурадов. Да, но задушить не получается у Давлетжана. Закончить бой техническим нокаутом тоже. Улучшить позицию опять же не выходит.
Пытается просочиться между соперником и сеткой. Давлетжан. И вот сейчас рывком была попытка встать со стороны Буторина. Не позволяет ему это сделать чемпион. Да, при всем при этом нельзя сказать, что там мало сил у Алексея уже. Надо дать должное и Давлетжану, и Алексею. Очень здорово подготовились они, в принципе, к этой встрече. А для Давлетжана второй бой подряд зашел в 4-й раунд. Для полутяжелого веса это вообще, ну не то что редкость, но серьезное испытание. Огромное количество полутяжей, которые ни разу в своей жизни больше 4 раундов не проводили в клетке. Аккуратно подрабатывает правой ногой Екшемурадов. И вот сейчас, да, стряхивает себя Буторин соперника. Есть еще 2 минуты. Не самое приятное положение для чемпиона. Он отступает. Очень опасно, но мимо. Да, но уже более академично начинает действовать Давлетжан. Видно, что тоже не просто ему дались эти 3,5, даже уже больше раундов. Буторин продолжает преследовать. Попадает хайкика. Встает Екшемурадов. Менее 1,5 минут. Фронт-кик, подбирается к сопернику. Пытается заблокировать его тайским клинчем. Апперкот опаснейший справа от Давлетжана. Идет борьбу. Не получилось. Это хорошая предпосылка. До этого все практически подобные попытки заканчивались успешно для Екшемурадова. Последние минуты 4-го раунда. Продолжает прессинговать Буторин. Бэкфист и коленом, но нет, все видел Екшемурадов. Отработанная до автоматизма комбинация была в исполнении Алексея. Руки опущены у Давлетжана. Лоу-кик. Претендент выглядит все лучше и лучше. Да, но уж слишком много раундов он отдал Буторину, чтобы завоевать пояс, необходимо выигрывать нокаутом. Это он умеет. Об этом все прекрасно знают. Провалился сейчас Екшемурадов. Идет на него Буторин. Вновь перейти к борьбе не получается. Еще одна попытка и вот сейчас, да, 20 секунд остаются до окончания 4-го раунда. И потом будет заключительная 5-минутка. Ярдин говорит, что надо бить аккуратнее, чтобы не попасть по затылку. А кто бы мог подумать, что эта встреча зайдет в 5-й раунд и интрига сохранится до самого конца. Устал Давлетжан Екшемурадов. И, возможно, устал чуть больше, чем Алексей. Изматывающая борьба была в его исполнении. До отказа забита Сибур-арена. 8000-я. Когда ты убегаешь, ты даешь ему силу. Ты не должен это делать, говорит секундант Давлетжану Екшемурадову. 5-й раунд впереди. Заключительный. И, ну, конечно, он не более важный, чем все остальные, но остается ровно 5 минут у соперников, максимум 5 минут для того, чтобы определить, кто же выйдет сегодня победителем из этого противостояния. Будет ли новый чемпион в полутяжелом дивизионе в ACA, или же сохранит свой титул Давлетжан Екшемурадов. Смотрим. Важнейший поединок в карьере Алексея Буторина. И важнейший раунд. Ну и первая защита титула для Давлетжана. Это тоже, в общем, знаменательный момент в его карьере. Вообще карьера и того, и другого сейчас на подъеме. Именно поэтому такое противостояние мы с вами и увидели. Идет вперед Буторин. Очень важно Алексею, естественно, избежать борьбы. И обратите внимание, какой сейчас был эпизод. 5-й раунд. Сколько уже друг друга били соперники.
И, судя по всему, подвернул ногу Буторин и даже не думал воспользоваться этой ситуацией Давлетджан. Спросил его, нормально все? Тот кивнул, и бой продолжился. Пытается поймать свой ритм Алексей Буторин. И, соответственно, также поймать на движение оппонента. Первая минута заключительного раунда позади. Очередная многоударная комбинация Буторина. Уходит Давлетджан. Продолжает отступать. Колено готовил. Буторин попал. Да, постоянно пытается Буторин забрать соперника в тайский клинч. Оттуда продолжать работать. Еще одна комбинация. Хай-кик. Уходит от боя. Откровенно. Да. Чемпион. Такого мы еще не видели в этом поединке. Да, в первом раунде он делал это играюще. Выбрасывал удары навстречу. Но теперь просто уже есть ощущение, что считает Давлетджан Экшимурадов, что этот бой закончен. И закончен для него победой по очкам. И надо просто уходить от поединка, и все будет в порядке. Но тактика очень опасная. Мы видели множество раз, когда в подобных ситуациях заканчивалось все печально для спортсменов, которые ее избирали. Еще одно попадание. Снизу очень контратаковал уже Давлетджан. Попытка зайти в борьбу. Сейчас зашагивает, и есть шикарный перевод. Очень важный момент в этом раунде. Возможно, вообще в целом в поединке. Очень легко перевел Экшимурадов Буторина. И негодует публика в Санкт-Петербурге. Ее можно понять. Призывает Хербдин к активной работе. В первую очередь Давлетджана. Надо работать. По-русски уже говорит Хербдин. Ну, действительно, понимает рефери. Но, кстати, в предыдущих раундах он позволял соперникам в такой позиции проводить очень много времени. Да, выбраться не удается Буторину. Пропускает он такие беспокоящие удары. Больше для статистики. Надо бить, кричат Экшимурадову. Буторин делает одну из последних попыток встать. Получается это сделать. Пытается заблокировать его левую ногу. Давлетджан. Встает Алексей. Теперь надо разворачиваться лицом к сопернику. Сил уже совсем мало осталось и у того, и у другого. И вот сейчас удается это сделать Буторину. Но прям в ноги ему вцепился Экшимурадов. Широкая защита. Забирает шею. Ну что, вырвется на оперативный простор Буторин или нет? Нет, вновь не получится. И в исходную позицию возвращаются. Ну что ж, как выяснилось по ходу встречи, преимущество в борьбе определенное было на стороне Давлетджана Экшимурадова. Именно этот аспект он использовал. В общем, сложно его за это винить. Это смешанное единоборство. Здесь и борьба, и ударная техника имеют примерно равное значение. Как и важно очень, как бойцы могут эти два аспекта интегрировать друг с другом. И, естественно, ведут по времени спортсменов. Соберет ли все силы в кулак Алексей Буторин для того, чтобы все-таки постараться выбраться за несколько секунд до конца и провести еще хотя бы одну атаку. Разворачиваться все-таки пытается Алексей. И вот последние секунды. Но нет, все. Сейчас будет сирена. Последний удар Буторина мимо цели. И бой закончен. Что ж, 25 минут провели в клетке. Разводит руками Алексей Буторин. Он сделал сегодня все, что мог, но этого не хватило. Можем уже поздравить Давлетджана Экшимурадова с первой защитой титула чемпиона ACA в полутяжелом весе. Все-таки дождемся решения. Ну, конечно, мы дождемся его, так или иначе, но я имею в виду, что... Не факт, что третий раунд. Нет, я имею в виду, вы сомневаетесь в победе Давлетджана?
это поединок? Ну, получается, все очень очевидно. 3-2 по раундам. И вообще непонятно, отдадут ли последний, да, раунд Буторину. Возможно, да. Но четвертый однозначно и, скорее всего, пятый. А первые три однозначно в пользу Якшимурадова. Хотя, может быть, поставят и 4-1. Ну что ж, несколько секунд, затем официальная часть объявления победителя. Так или иначе, Алексей Буторин хотел сделать этот бой более зрелищным, но не получилось. На большей степени был реализован именно сценарий спортсмена из Туркменистана. Один, кстати, из немногих известных туркменских спортсменов, Давлетжан Якшимурадов. Наверное, самый известный. Да, очень, мы знаем, в последнее время много бойцов из Казахстана, из Таджикистана. Слушаем. Добрый вечер, уважаемые питерцы. Хотелось бы немножко с вами поговорить. Я бы хотел вам задать сперва пару вопросов. Год, который мы прошли неплохо. Как вы его оцениваете? Ваше мнение? Прекрасно. Теперь по поводу сегодняшнего боя. Ваше мнение? Понятно, мы учтем ваше мнение. А в принципе весь ивент сегодняшний, как вам? Поэтому я делаю вывод, что финальный бой должен ставить жирную точку. Согласны со мной? Но сегодня она у нас не получилась, очень жаль. Но в этом не мы виноваты, виноваты бойцы. Согласны со мной? Прекрасно. Поэтому, вы знаете, вообще, в принципе, когда ты что-то делаешь, ты опираешься на команду, на друзей, на близких, на тех, кто нас поддерживает. Поэтому я могу со всей ответственностью заявить, что команда ACA прошла достаточно сложный путь, но мы можем себе поставить как минимум 4 с плюсом. Согласны со мной? Альхамдулилlah. Также я хочу сказать, любой человек в своей жизни, в своей работе опирается, я только что сказал, на близких, родных и так далее. Но есть люди, которые вам безвозмездно всегда готовы помочь в любом вопросе. Это не просто слова, это говорится от души. Поэтому я хочу еще раз повторить то, что говорят все бойцы ACA. Я благодарен Рамзану Ахматовичу за то, что он максимально поддерживает спорт не только в Чеченской Республике, но и, в принципе, в России. И особенно поддерживает ACA. Баркалон, Рамзан, дал Сидойла. А теперь результат. Ladies and gentlemen, after the end of the main event of the evening, we go to the Georgia scorecards. 50-45, 50-45, 49-46, 50-45, and 50-45. Your winner by unanimous decision and still И ожидаемое судейское решение. Четверо судей дали 50-45, 5-0 по раундам. Один отдал один раунд Алексею Буторину. Поздравляем Давлетжана Якшимурадова с заслуженной победой. Итак, давайте послушаем, что скажет чемпион. Congratulations. You've retained the title. A very, very tough fight against Alexei Butorin. You had control in rounds 1 and 2, and in 3 and 4, you seemed to be able to find some energy to get back up. Were you surprised at how tough Butorin was as a challenge? Жан, прими наши поздравления. Ты смог удержать пояс против очень сложного соперника Алексея Буторина. В первом, втором раунде ты контролировал бой. В третьем, четвертом он немножко начинал забирать свое, но все же ты был удивлен тем, какой сложный соперник Алексей Буторин, и поделись с нами своими впечатлениями об этом бое. Всем салам алейкум. Здравствуйте, добрый вечер, Питер.
Спасибо всем за поддержку. Спасибо, Алексей. Очень достойный соперник. Алексей. Мы общаемся между собой. Сложно было подраться, но сделали. Мы с ним даже во время боя общались. Я говорю, будем затягиваем, покажем шоу. Ну как так? У меня чуть-чуть была, извините, травма руки. Я локтем не мог работать, так что у меня правая рука не работала. Так что извините за такой длинный бой. Но хвала Всевышнему, победа Всевышнему, выиграли. Хочется поблагодарить в первую очередь моих тренеров Сухраба Ахмеда, Гелу Курамча, Магомед Магомедова, кучу других тренеров, Абдулла. Особенно хочу поблагодарить своего доктора Гадишку и доктор, который меня восстанавливал, доктор Али. Он меня восстановил за месяц, у меня на локоть, чтобы она двигалась. В очень плохом состоянии был. Доктор Али Юсуф, салам алейкум, спасибо тебе. И, конечно, спасибо родителям. Мама, папа, все нормально, не беспокойтесь. Огромная благодарность Майербек Хасиеву, Амза Ахматовичу, патриоту за поддержку. Они очень помогли словом поддержки. Спасибо вам, братья. Старшие братья, всем салам алейкум. Спасибо всем землякам за то, что поддержали. Естественно, хочется поблагодарить президента Туркменистана за активную поддержку спорта. Спасибо большое и спасибо. Я тренируюсь в клубе «Горец» и город Харьков, где мой клуб «Алабай». Спасибо всем. Спасибо. First of all, I would like to say a special thank you to Alexei Batory. He was a really tough opponent, and we also even friendly talked during the fight. As you can see, the fight was a bit slow. That was because my elbow was a bit broken, so I didn't quite use my right arm. I would like to say thank you to all my coaches, all my training team, all my brothers in Turkmenistan, to the president of Turkmenistan, my brothers in the Czech Republic as well. So that was a good fight, and thank God I managed to win that. What is impressive, you bring the Turkmenistan flag here. You see it so often around the stadium when you come and fight. How much does it mean to have so much support coming to travel to support you at these tournaments? Поделись с нами, каково это видишь, что у тебя здесь столько фанатов, столько поклонников, которые тебя поддерживают в этой арене. Во-первых, здесь, конечно, мои земляки живут, учатся. Мои братья, семья приехали из Туркменистана, целый самолет приехал поддержать. Спасибо всем. Спасибо, конечно, Байрама, который поддержал меня питерский. Спасибо, Байрама. So a lot of guys from Turkmenistan, they in St. Petersburg, some of them work, some of them study, and many people simply travel here to support me, so thank them for that. Congratulations, and still, Dovlechan Yachimuradov is your winner, ladies and gentlemen. Give it up one more time. Спасибо. Ladies and gentlemen, the final tournament. Ну что ж, слова победителя мы с вами только что услышали. Все чемпионские поединки, все остальные тоже остались позади. Спасибо, что были с нами. Это был турнир ACA 103 в Санкт-Петербурге. Для вас работали комментаторы Ян Баранчук и Алексей Володин. Да, сегодня было очень много противостояний, и особенно порадовал бой между Маратом Балаевым и Диего Брандау. Любите спорт, друзья, и он обязательно ответит вам взаимностью. Счастливо! Четыре лучших сборных Старого Света готовы к новому раунду противостояний. Домашний этап Евротура. Смотри матчи с участием сборной России и ее соперников. В прямом эфире на телеканале